20 апреля по 2 мая был совершен конный переход Навчик Большая Мартыновка, посвященный памяти 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Сегодня у нас в гостях организатор этого перехода Писван Гулежинов, ответственный за материальное обеспечение Ибрагим Яганов, руководитель конной группы Аслан Гудаев, всадники Наков Аслан и Алтуев Алим. Писван, как возникла идея перехода, как велась работа по ее подготовке? Все эта работа возникла 5 лет назад, когда с Кабардино-Балкарии делегация в количестве 54 человек выехали туда. Мы увидели ту огромную работу, которую они выполняют в памяти о наших детях, ту поисковую работу. Мы увидели школу имени 115-й Кабардино-Балкарской дивизии, одноименный музей. Побывав в районном музее, мы увидели, что там более 50% посвящено Кабардино-Балкарии. В знак уважения того, что мы увидели, подняли знамена Ростовской области и на западную, и на восточную вершину Эльбруса в 2012 году. В 2013 году тоже опять со знаменами городов-героев России мы подняли на Эльбрус знамя Ростовской области. Но вопрос о конном переходе возникло не тот же год, когда поехали, а через год, когда они выслали те материалы, результаты поисковой работы школьников, районной администрации, совета ветеранов и так далее. Те материалы, которые мы получили, мы просмотрели, оказалось там более 3000, которые они нашли, хотят установить личности, фамилии, имена. Тогда и возник вот этот вопрос. А как шла подготовка к этому переходу? Сколько месяцев, дней, недель? Ибрагим обратился в правительство с этим вопросом. Нас поддержали, тем более 70-летия Великой Победы. В память о наших земляках нас поддержали и решили осуществить вот этот конный переход. Сразу от главы администрации Кабардино-Балкарии были посланы письма губернатору Ставропольского края, Ростовской области. И, соответственно, они разослали письма в те населенные пункты, районы, через которые мы будем проходить. И за месяц до начала конного перехода Ибрагим уже подготовил лошадей, начал подготовку людей, провел сборы с ребятами, они выходили в лес, готовили. А какие организации, может, какие-то ведомства выступали официальными организаторами мероприятия? В конном переходе организаторами является Союз ветеранов западной группы войск, который мы создали в январе этого года, и Русское географическое общество, к которому относится Ибрагим. Соответственно, поддержал глава Кабардино-Балкарии Юрий Александрович Коков, и благодаря этому стало возможным вот этот переход. Аслан, насколько я знаю, вы тоже обращались с предложением провести этот переход. Ваше предложение тоже поддержали, и получилось так, что было 2 обращения, и вы 2 группы вместе поехали. Поэтому вот расскажите и то, как у вас вот это дело проходило, как вы согласовывали свои действия с руководством республики или с другими ведомствами. Получилось как группа моих друзей, любителей лошадей. В общем, решили в этом году принять участие в праздновании 70-летий и совершить конный переход памяти наших дедам, прадедам. И обратились с письмом на имя главы республики. Там нам сказали, что этим уже занимаются люди, в частности Ибрагим Яганов. И, в общем, получилось так, что нам тоже не было отказано. Нас, наши группы объединили, и под руководством Ибрагима Яганова мы выдвинулись и совершили этот переход. Ибрагим, на каких лошадях осуществлялся переход? Почему именно эти лошади были выбраны для перехода? Из всех российских пород, я думаю, будет не преувеличено, если я скажу, что кабардинская порода, она самая приспособленная для таких длительных переходах по своей выносливости, по экстерьеру и, конечно же, по скорости передвижения. Ей в России равных нету. Может быть, даже мы можем и поспорить со всеми мировыми, в общем, породами. Традиционно, в общем, кабардинцы всегда ходили в дальние походы. Практически мы здесь ничего нового не придумали, мы следовали именно этому
закону наездничества, по тем же правилам, по тем же принципам подготовки была подготовлена группа. Времени на подготовку было очень мало, 1 месяц, этого недостаточно, но тем не менее люди и лошади, которые были подобраны, оказались довольно-таки хорошего уровня, и переход у нас прошел без каких-либо больших, в общем, происшествий, даже на удивление без происшествий. Конечно, было трудно, сейчас мир не приспособлен для верховой езды, было очень много проблем с обеспечением, по дороге было очень много препятствий, которые сильно затрудняли наш переход, особенно транспорт, узлы транспортные, но тем не менее, в общем, все прошло на хорошем уровне, и лошади, и люди прекрасно выдержали, и мы жестко в назначенные сроки, в общем, пришли до конечного пункта. Кабардинская порода, она известна на весь мир своей выносливостью. В принципе, сама подготовка, и даже и до подготовки, мы практически, лошади наши, они, можно сказать, в работе постоянно находятся, они у нас не отдыхают, мы периодически выезжаем. Так, конечно, на такое расстояние, допустим, лично я не выезжал, но несколько сотен километров мы здесь на территории республики и в соседней республике мы отправлялись, как бы небольшой опыт тоже был. Беслан, мы выехали из Нальчика 20 апреля, были в пути 9 дней, проехали за эти 9 дней территорию 3 субъектов. И, естественно, возникает такой вопрос, как происходило координирование действий с местными властями, как происходила логистика передвижения. Вот расскажите об этой части перехода. Мы выехали 20 апреля с Нальчика, но наш конный переход начался 21-го. Просто в этой 115-й кавалерийской дивизии были 3 полка. Первый был 316 полк, сформирован в селе Никахун, второй в Нартане, 297-й полк был сформирован в Баксане. Как раз вместе с формированием 297-го полка имеется пустырь, там был штаб, барак, где был сформирован. Поэтому еще в прошлом году, когда мы этот вопрос решали, и тогда же тоже стал вопрос, почему бы не начать именно с места сформирования 297-го полка. Поэтому в обед провели здесь митинг, мы перешли в городской округ Баксан, где нас встретили очень радушно, провели митинг. После этого нас разместили на месте формирования 297-го полка. Там провели вечер, провели мероприятия, выступали артисты. На следующий день утром, рано, в 7 часов 21-го начался только конный переход. На всем протяжении конного перехода нас встречали очень радушно. Не доезжая, например, до Узульского района, к нам навстречу выехали 2 всадника в черкесках, которые с нашими ребятами прошли до Малки возле памятника Великой Отечественной войны. За 10 дней до конного перехода с Ибрагимом мы прошли этот маршрут 2 раза. Итог, мы свернули в степь. В степи нас встретили 4 казака в черкесках, которые провели нас в Лысогорское, где уже все сельское поселение находилось там. Старшее поколение казаки стояли в черкесках в строю, жители с аплодисментами встретили ребят, провели митинг. После митинга опять пригласили всех на ужин. И так на всем протяжении маршрута по Ставропольскому краю, Ростовской области даже пытались подвести воду, там, где не было воды, подвозили. Где нужно было, нам привозили овес, старались угостить ребят ужином на ночь, где мы останавливались. Очень радушные приемы я хотел бы отметить. Сергиевское, куда мы прибыли где-то за час с лишним, наверное, после того, как стемнело. Въезд в населенный пункт был перекрыт. Через час, хотя мы приехали в этот населенный пункт, по-моему, вся станица была там, даже с малыми детьми, маленькими детьми, школьниками, старики. Ребят не хотели отпускать, фотографировались. Точно так же в Пролетарском. Школьники стояли возле памятника уже, жители Пролетарской. Они сразу подбежали, дети, дали цветы. В некоторых населенных пунктах нас встречали, выходили, как и в Донской, на лошадях, пока мы не прибыли в Мартыновский район Ростовской области.
Алим, как вы перенесли переход? Мы не сомневаемся, что 13 дней в седле – это большая нагрузка и физическая, и эмоциональная. Впечатления были очень, так сказать, переполняли эмоции. В этом конном переходе мне очень понравилось все, как было организовано, как нас встречали в дороге, как провожали. По прибытии Мартыновского района там тоже встретили очень красиво, было все очень замечательно. В течение 3 дней нас возили по музеям, по школам в честь 115-й кабардино-балкарской дивизии. И нам было очень интересно проходить по этим музеям и школам. Ну, конечно, в наше время мало кто ездит на лошадях. Это раньше лошадь была средством передвижения. Но, несмотря на это, мы без особых таких трудов дошли до Мартыновки и проехали всю дистанцию, которую нам предстоялось пройти. Ну, впечатления, конечно, самые лучшие. Там мы с многими сдружились, появилось много друзей у нас. Также вот Яганов, Ибрагим, вот Беслана вот узнали в этом переходе. Ну, самые хорошие впечатления, конечно. А что за друзья у вас появились? Друзья вот по ходу дороги, вот в станице Донском, например, сдружился с одним казаком, Егор его зовут. Мы там обменялись даже подарками. Вот, я ему дал башлык свой, он мне свой кинжал дал. Ну, поменялись телефонами, созваниваемся так. Он обещал приехать на свадьбу с шашкой. Не было ощущения, что вот во время этого перехода как-то, может, в мыслях перенесся в то время, когда вот ты сказал, лошадь была средством передвижения. Да, такое ощущение присутствовало, конечно. Мы ехали в основном по степям, там не было таких определенных населенных пунктов в основном. Ну, такое ощущение было в Черкессках, вот, на лошадях. Вот, было. Аслан, как двигалась конная группа, с какой скоростью, сколько примерно километров за день вы проходили? Ну, в среднем мы проходили около 80 километров в день. То есть это, в общем, в 7 часов группа уже готовая, уже на лошадях выезжала. В общем, до обеда проходили мы 40 километров. Там, естественно, группа обеспечения на штала. В общем, там лошадей кормили люди, там немного времени давалось на отдых. Ну, этого было достаточно. То есть после обеда мы также 40 километров в среднем проходили. В общем, средней скорости, ну, по-разному, в среднем около 12 километров в час, наверное, мы двигались спокойно, без проблем. Мне показалось даже, что немножко мало мы были в пути. Время так быстро пролетело, что даже не заметили. Ибрагим, важным моментом является обеспечение питания участников группы, налаживание быта конного перехода. Вот как происходила работа в этой области? Бытует мнение, что традиции куначества, они в истории утеряны, но я могу с полной уверенностью сказать, что они существуют. По всей дороге нас встречали, особенно казаки, они встречали нас конным маршем, провожали к себе, обеспечивали нас всяким общим необходимым. Особенно традиционно у всех так называемый шулюм. Это наша кабардинская лепс с вареным мясом. Все вопросы, проблемы, в общем, которые у нас возникали, они все были решены. Но, тем не менее, в такую дорогу, я, как уже отмечал, мир не приспособлен для верховой езды. Мы полностью были подготовлены для автономного передвижения. У нас была группа автотранспорта сопровождения. В одном грузовике была вмонтирована полевая кухня. У нас фураж был, в общем, с собой. И практически мы до того, как выйти на дистанцию, прошли эту дистанцию, замерили по километражу, наметили места стоянок. Группа сопровождения выдвигалась вперед и разбивала лагерь в том месте, где мы должны были остановиться. Они готовили также фураж для, в общем, лошадей. И группа уже приезжала к месту стоянки, и практически все было готово для ночлега и для отдыха. И мы можем, в принципе, осуществлять и более длительные переходы с наибольшей, в общем, скоростью.
Скорость передвижения, в общем, в этом переходе была средней. У нас по пути были запланированы мероприятия, которые надо было обязательно, в общем, посетить. Письмо, которое было отправлено из главы администрации республики по месту, куда мы, в общем, продвигались, было принято совершенно по-другому. Эти письма были, в общем, были уведомительными. Но там, в этих селах, они это восприняли совсем по-другому, что к ним едут гости. Обойти эти села и не поговорить, не встретиться, не принять участие в этих, в общем, мероприятиях мы не могли. А это, в общем, существенно затрудняло наш переход, особенно обеспечение, в общем, перехода. Но, тем не менее, все эти мероприятия были посещены, и поставленная задача была полностью выполнена. Во время передвижения к вам обратилась группа казаков с предложением принять участие еще в другом переходе, который проходил параллельно с нашим переходом. Действительно, к нам позвонили и сказали, что группа всадников из 80 человек вышли из Волгограда в сторону Ростова, и было предложение присоединиться к ним и вместе с ними дальше, в общем, пойти на Севастополь. В результате общения нам с таким, в общем, пафосом объявили, что они в день двигаются 50 километров, это 25 километров утром и 25 километров после обеда, и что у них на каждого, в общем, коня 2 всадника. Ну, честно говоря, нам такой, в общем, переход был совершенно неинтересен, двигаться с такой скоростью мы не могли. Поэтому мы отказались, но у нас остались, в общем, контакты. Я думаю, в будущем мы вместе с этими конниками совместно осуществим какой-нибудь другой, в общем, переход, где лошади покажут, на что способны. Эта группа была оснащена лошадьми донской породы. Эти лошади способны на большее. Ну, по всей видимости, у них была такая, в общем, программа, но я думаю, что нам такая программа совершенно не подходила. Практически лошади кабардинской породы могут двигаться со скоростью 120 км в день. Ну, это при хорошей, в общем, подготовке, и я думаю, что в ближайшее время мы об этом сможем заявить, в общем, всему миру. Писван, вы добрались до Большой Мартыновки 29 апреля. В течение ближайших 3 дней, то есть до 2 мая, было ряд мероприятий в Большой Мартыновке и в целом в Мартыновском районе. Расскажите вот об этих мероприятиях. Как было запланировано, 29 апреля мы часиков 11 уже пересекли границу и оказались на территории Мартыновского района возле населенного пункта Московский, где находится как раз школа имени 115-й Кабардино-Балкарской дивизии. Администрация района, мы поддерживали связь, я позвонил им, они вышли к нам навстречу. Перед хутором Московским они с караваем встретили нас. И дальше в сопровождении их мы поехали в пионерский лагерь «Солнышко», где мы должны были разместиться. 30 числа уже с утра начали подвозить школьников в пионерском лагере «Солнышко». Ребята все переоделись в черкесский, вышли, провели импровизированный митинг. Наши ребята посадили детей на лошадях, покатали там немного, фотографировались, то есть провели мероприятие, составило где-то часа 2, наверное. Основные мероприятия у них было запланировано на 1 и 2 мая. 1 мая нас всех привезли в Мартыновку. Там уже была делегация с правительства во главе с Кумаховым, Мухадием, министра культуры, и представители ансамбля «Кабардинка», Болгария, артисты наши были, делегации, наиболее многочисленные делегации с Баксанского, Зольского района, а так со всех районов Кабардино-Балкарии подъехали туда в торжественной обстановке. Мы все последовали к аллее дружбы, которая была создана год назад, но они ждали нашего приезда. В присутствии всего района, гостей, делегации с Кабардино-Балкарии открыли аллею дружбы Кабардино-Балкарии и Мартыновского района. После этого состоялся прямо там на площади концерт с участием артистов из Кабардино-Балкарии, из Ростова и жителей Мартыновского района. 2 мая рано утром ребята все уже переоделись в одинаковые черкесские на лошадях.
Мы с пионерского лагеря «Солнышко» выдвинулись в Слободу Большая Мартыновка. Это примерно расстояние в 16 километров. Прибыли туда, на площадь, где состоялся митинг возле памятника нашим землякам, дедам, участникам этих боев 115-й кавалерийской дивизии, защитникам Мартыновки и ихним жителям возле мемориального комплекса. Наши ребята то же самое на лошадях из Мартыновки выехали и прибыли в Новониколаевское. Но почти, можно сказать, одновременно с прибытием автоколонны. Прибыв в Новониколаевку, там в прошлом году, осенью, в октябре месяце, нашли останки двух наших земляков-кавалеристов. Они определили это по амуниции, которые оказались захоронены в степи с нашими ребятами. Туда пригласили муллу. Туда вышли наши старшие с Баксанского, с Зольского, с Кабардино-Балкарии. Было произведено перезахоронение останков наших ребят, наших кавалеристов. Уже в дальнейшем автоколонна, автопробег с Кабардино-Балкарии, они уже последовали по своему графику, без нас. А наши ребята последовали по степи в хутор Московский, посетили музей имени 115-й кавалерийской дивизии, где Федюшин Татьяна Даниловна рассказала о событиях, происходивших там. Мартынов Александр Николаевич, поисковик, тоже на всем протяжении ребятам рассказывал о событиях, происходивших у них в районе. После мероприятий, проведенных там, мы все вернулись в пионерский лагерь. Алим, какие у вас остались впечатления от тех мероприятий, в которых вы участвовали, находясь в Большой Мартыновке? В Большой Мартыновке очень понравилось. Пытались выйти во всем, ухаживали, привозили школьников, фотографировались, катали. Очень благодарен, что за все сделано им. Аслан, у вас какие впечатления от событий, которые были в Мартыновке? Особенно запомнился хутор Московский, школа их, посвященная 115-й кавалерийской дивизии. Очень хорошо относились к нам. Было такое ощущение, что мы даже не выходили из Кабардино-Балкарии. Настолько все было гостеприимно, все организовано. Находясь на полях сражений, где находилась 115-я дивизия, я себе пытался представить, как это, в принципе, возможно на лошадях встать против танков. И понятно, где есть там пересеченная местность, там, где есть лесной массив, но там, общаясь со стариками, с местными, которые тоже приняли участие в 1942 году, то есть будучи либо детьми, либо подростками, и они нам рассказывали, как что там происходило, как наши там отцы, деды там сражались. Я думал, на самом деле, как это возможно, в степи, находясь в меньшинстве, тем более, я думал, представлял это, и, честно говоря, мне было гордо за наших отцов, за наших прадедов, потому что это надо обладать очень высоким мужеством, чтобы в степи, в открытую выйти против танков. И, я надеюсь и думаю, что сегодня жители Мартыновского района, которые чтят память наших отцов, сегодня мы им благодарны, и самое большее, наверное, что они могут сделать, они делают на сегодняшний день. Вся работа, которую я увидел, которая там проделана, это все работает на то, чтобы имена наших отцов, дедов звучали. Это самое главное на сегодня. Люди, которые погибли в 1942 году, сражаясь там, погибли не зря. Сегодня они целое поколение поднимают. Мне кажется, даже иногда, что они живут этим. Честно говоря, все население Мартыновского района, я думаю, Беслан согласится со мной. Они на их примере воспитывают своих детей.
школьники активно принимают во всех мероприятиях, которые там проводятся. Вот этому я был поражен с первого раза, 5 лет, когда приехал туда. И после этого вот эту поисковую работу, вот ту работу, которую я с ними веду, все это началось из-за их отношения. То есть на примере наших отцов и дедов они воспитывают своих детей. Когда мы в официальном мероприятии участвовали, последний день, ко мне подошел один из поисковиков и сказал такую вещь. Погладил лошадь, посмотрел на икону амуницию и сказал: так, теперь я понял, что это такое. Я говорю, что именно? Он сказал, за 4-5 лет раскопок находили, говорит, вот эти серебряные, медные детали. Я думал, это все для украшения там серебряного национального пояса или для каких-то других частей. Но в последнее время я находил детали, которые не были похожи. То есть там своеобразные там, восьмерки там, и тому подобное. Сейчас я сегодня увидел, говорит, лошадей, конную амуницию, украшения. Я понял, для чего это все предназначалось. Мне было достаточно приятно, честно говоря. День перед захоронением Мартынова Александра вы видели. Его сын подошел ко мне и подарил подкову, который они нашли с останками наших кавалеристов. Я хотел бы поблагодарить всех ребят, которые приняли участие в этом конном переходе. Они показали себя достойно, все прекрасно выдержали, лошади выдержали, наши ребята выдержали. По пути продвижения меня периодически спрашивали, не тяжело ли лошадям, не тяжело ли ребятам, которые скачут столько километров. Ну, соответственно, у меня был ответ. Ни одного человека вы не услышите, что ему тяжело, что он не дойдет или и так далее. Я очень благодарен всем ребятам, которые приняли участие в нашем конном переходе. Спасибо им большое. Уважаемые гости, спасибо, что еще раз нашли для нас время и вспомнили о том, как проходил конный переход Нальчик Большая Мартыновка. Я думаю, это было мероприятие, о котором вы будете вспоминать спустя годы, о котором вы будете рассказывать своим детям, внукам, правнукам. Я думаю, это было мероприятие, которое без всякого пафоса останется в истории. А вам, дорогие телезрители, я желаю крепкого здоровья и мирного неба над головой. До скорых встреч в эфире.